Рассказы Лукмана. Лукман Закиров, старейший писатель Татарстана. Ему 97 лет. Меня зовут Алиса, я подбираю его произведения для их озвучки и размещения в интернете. Как московские композиторы переделывали старинные татарские мелодии. Аллюки – церковная музыка. Как реагировали бы, скажем, французы, если бы татарский композитор Салих Сайдашев, приехав в Париж, стал бы переделывать на свой лад французские мелодии? Возможно, французские песни получили бы оттенок известного сайдашевского марша, пошутит кто-то. Но в жизни есть подобного рода примеры. И воспринимаются они отнюдь без улыбки. Так татары охотно допустили в свой союз талантливого обработчика татарских мелодий Александра Ключарева, который как бы помогал татарам подправить слишком протяжную национальную музыку. Его деятельность случайно или преднамеренно совпала как раз с поставленными задачами отца всех народов, который учил нас не только языку, но и музыке. Ключарев за свою плодотворную творческую жизнь обработал множество татарских мелодий, став при этом одним из ведущих композиторов Татарстана, получивший звание лауреата имени Тукая и ряда других. На мой взгляд, от его вмешательства в первую очередь пострадали старинные мелодии, которые не были защищены татарской интеллигенцией потому, что всякая защита национального относилась тогда к проявлению национализма и жестоко каралась законом. Вот некоторые выдержки об Александре Сергеевиче Ключареве, взятые из справочника «Композиторы и музыковеды советской Татарии», изданного Таткнигиздатом в 1986 году. Композитор создал свой стиль обработки татарской народной песни, на котором учились многие его последователи. Достаточно вспомнить аллюки, гармонь, пар-ат, пара коней и другие. Широко популярна татарская сюита, 1945 год, основанная на контрастном сопоставлении ярких образных сфер, сосредоточена задумчивой первой части Субуйлап по бережку, скерциозной второй и маршевой третьей, логично завершающей сюиту как торжество света победного шествия. Это было своеобразным лирическим откликом гражданина-композитора на Великую Отечественную войну, воспоминанием о пережитом и утратах. Конец цитаты. Выходит, Ключарев обработал старинную задушевную татарскую мелодию «Субуйлап» по бережку в честь победы. Но ведь она была уже одержана. Татары погибали на фронтах, проливали пот в тылу, напевая эту самую, еще не искаженную мелодию. Но не лучше ли было композитору написать для такого большого события собственную музыку, чем переделать татарскую, не имеющую никакого отношения к войне? Возможно, татарские композиторы и считали Ключарева старшим братом, по творчеству помогающим им сделать национальную музыку интернациональной. Для простых деревенских же жителей подобная обработка оказалась духовным обнищанием. Обработанную музыку я бы сравнил с искаженной историей, для чего передергивается история, мы теперь хорошо знаем. А есть ли смысл перекраивать музыку, если при этом теряется ее первозданность и важные для народа задушевные качества? Как-то один композитор, пытаясь оправдать музыкальных обработчиков, согласился на том, что, мол, режиссеры и постановщики театров и кино тоже видоизменяют тексты писателей и драматургов. Согласен. Татарские мелодии преображены весьма талантливо. Но, например, когда я слушаю по радио старинную татарскую мелодию «Субуйлап» по бережку в обработке Ключарева,
Так хочется воскликнуть по-режиссерски «стоп» и выключить радио. Мелодия начинается в первозданном звучании, но когда, особенно в концовке, измененная музыка, сердце обрывается. Или вот татарская музыка «Алюки» превращена в 100% церковную музыку. После сказанного добавим от себя: такие обработчики вроде Ключарева были не только в Татарстане, но и в других национальных республиках.